Братские народы Северного Кавказа поддержали Абхазию в самые тяжелые для республики времена. Они всегда стояли плечом к плечу со своими братьями при любых сложных обстоятельствах. Взаимоотношения Абхазии и республик Северного Кавказа нужно только укреплять и развивать, подчеркнул, открывая встречу, председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа. Для этого нам нужно, друзья, работать, нам нужно чуть-чуть, как мне кажется, очнуться, проснуться и вспомнить о том, как успешны мы были в свое время, и сделать по максимуму всего того, чтобы отношения, еще раз повторюсь, наши только укреплялись и развивались. Как одну из возможностей укрепления отношений с Северным Кавказом комиссия рассматривает создание представительства Абхазии в одной из братских республик. Мы говорили о том, что для того, чтобы Абхазия вернулась на Северный Кавказ, нам нужно, решить вопрос либо с созданием консульской службы, хотя это немножечко сложнее, чем установить или создать, или воссоздать, точнее, институт полномочного представителя президента на Северном Кавказе. Кстати, и во многом многие сошлись во мнении, что можно для начала воссоздать вот этот институт представителя президента, чтобы он занимался продвижением наших проектов, реализовывая их на территории Северного Кавказа. Астамур Логуа считает, что столица представительства Абхазии должна расположиться там, где живут адыги. Речь идет о 3 республиках – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Этот вопрос пока обсуждается. Начну с Адыгеи. Шадахов Аскер Асхадович, помощник главы по национальным вопросам, позвонил мне. Кабинет свободный, пришлите нам человека или дайте, мы здесь назначим. Около 250 абхазов проживают на территории Адыгеи. Они приходят с вопросами, некому решать. Я обратился к президенту, и с его разрешением мы там назначили нашего ветерана, чтобы отсюда никаких финансовых, ничего не было, Каплана Куижева. При нас Шекумпилов поставил ему задачу все вопросы ко мне на стол. Будем решать здесь на месте. На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии действует Абхазский культурный центр, при котором создаются проекты, направленные на популяризацию абхазской культуры. Называется культурный центр, но юридически мы не можем представительство. Представитель мы можем, например, в той же Иордании сегодня сделать. А там на территории находится посольство, юридически не получается никак. Там единственное, что получается, это почетный консул. Только почетный консул, и то на общественном все. Одна из проблемных тем – выдача паспортов гражданам Абхазии, проживающим на Северном Кавказе. На встрече также обсуждались вопросы, связанные с оформлением гражданства, выдачей новых бланков для представителей абхазской диаспоры. Что касается вопросов, которые возникают и по прописке, я согласна, что вопросов много, и по вопросам гражданству. Да, сейчас у нас создана рабочая группа распоряжением президента по внесению изменений в законодательство о гражданстве. Один из вопросов тоже, который там встает, это возможность приобретения гражданства, в частности, например, добровольцев, членами семей добровольцев, чтобы они могли это как-то в упрощенном порядке приобретать гражданство. И иные какие-то члены семей, мы ставим эти вопросы, обсуждаем. Я думаю, что это будет какое-то консолидированное мнение. Если есть какие-то предложения у членов этого рабочего, сегодняшней нашей встречи, с удовольствием мы их обсудим. Если есть какие-то предложения конкретно по законодательству о гражданстве и по приобретению гражданства, нашей диаспоры, которая находится за пределами Республики Абхазия. Кроме того, на днях в комиссии ждут проект соглашения между турецким телевидением и Абхазской государственной телерадиокомпанией. Для того, чтобы мы смогли каждую неделю абхазские новости в переводе на турецкий язык вещать на всю Турецкую Республику. Я думаю, что это будет некий информационный прорыв, который нам, безусловно, необходим. Если будут такого рода предложения или возможности в других регионах, я думаю, что мы с удовольствием это поддержим и в парламенте, и в целом во власти. Потому хотел бы обозначить, что, надеюсь, на следующий год мы начнем вещать на всю Турцию, будут показывать абхазские новости.
Участники встречи были единогласны в необходимости создания института представительства Абхазии в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Также и в вопросе поддержки уже существующих культурных центров, выработки механизмов и возможностей упрощенного получения гражданства Абхазии для адыгского этноса. Кроме того, как было отмечено в резолюции, Министерству иностранных дел и Государственному комитету по репатриации поручено вместе с российскими коллегами проработать возможность выдачи и замены абхазских паспортов для представителей диаспор в местах их проживания. Гугуса Варданья, Тимур Гугохи, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.